Імя сённяшняга гостя тэлебудкі ведаюць тысячы беларусаў, які вымушаны былі з'ехаць са сваёй краіны па палітычных матывах. Ён карыстаецца безумоўным аўтарытэтам у Еўрасаюзе як эксперт па Беларусі і выклікае лютую нянавісць у беларускіх спецслужбаў, якія называюць яго адным з завадатараў беларускіх пратэстаў 2020. Віце, скажыце, ёсць дакладная лічба ў цябе людзей, якія убачылі твоё імя і прозвішча у якасці запрашаючай асобы для атрымання літоўскай візы? Бывает, да, но все равно визу выдает литовское правительство, да, мы только по правозащитной линии, если знаем, что человек в зоне риска преследуется по политическим мотивам каким-то, тогда, да. В Литве сейчас, я думаю, что больше, чем 10 тысяч человек, которые в течение последнего года приехали. Это и те, которые с IT-компаниями, там, EPAM, Wargaming, и те, которые из представителей гражданского общества, и те, которые попались на репрессии, подвергались пыткам, преследованию. Так что, да, много человек, и это ощутимо. То есть в Вильнюсе ты видишь и белорусскомовных, и в принципе, что эта диаспора действительно очень растет. А якая мотивация для Литвы была выступить таким часовым притулком для белорусов? Я думаю, что это часть истории, в принципе. Другое, что мы рядом, мы соседи, кто как смотрит, но, в принципе, эти человеческие отношения, я думаю, что они намного в лучшем качестве, чем государственные отношения, межгосударственные отношения. Но да, надо сказать, что политическая воля помогать белорусам, гражданам Беларуси была, и вот Литва была одна из самых первых, которая откликнулась, открыла вот этот гуманитарный коридор. И потом уже сама диаспора являлась неким магнитом, что ли, когда говорила, что да, приезжайте, здесь все хорошо, помогает, старается. Так что я думаю, что Литва делает доброе дело. Это безумоўна. У гэтай сітуацыі вось асабіста ты успрымаешься таким адным з галоўных па пытаннях эвакуацыі беларусаў. І у меня пытанне, навошта табе асабіста гэта? Я думаю, что некое, может быть, преувеличение, потому что, опять, я бы акцент сделал на то, что белорусские правозащитники, они делают громадную работу внутри Беларуси. Я так посчитал, где-то больше, чем 100 тысяч человек уже уехало. И мы говорим... Из Беларуси. Из Беларуси. И мы говорим про предпринимателей, про IT-сектор. Это даже и финансовый большой ущерб, это выстрел в себе в ногу, эти все репрессии, этот весь террор против граждан. То есть люди уезжают с семьями. Это также травма для многих людей, и также для детей, подростков, которые оторваны от своей среды. И то, что делает режим Беларуси, это уму непостижимо. И все же думали, что это на месяца 3, может быть, да, на время. А когда это уже год, это понятно, что это только вопрос времени, когда этот весь режим рухнет. Скажи, а вось тады больш чым год таму, калі Літва адкрыла свае дзверы для беларусаў, ці была еднасць у літоўскім грамадстве адносна гэтага пытання? Все, что случилось, даже вдохновило то, что увидели летом 2020 года. Я думаю, что открыли глаза для многих литовцев и также вдохновили. Живая цепь между Вильнюсом и Медининкой, границей с Беларусью, там были десятки тысяч граждан. То есть десятки тысяч граждан жертвовали правозащитным организациям, фондам белорусским, и это было очень ощутимо. Помню, что 5 лет тому назад все говорили, что повторит Балтийский путь, это уже невозможно, потому что гражданское общество уже не то. А вот белорусы вдохновили, и мы
по крайней мере, одну цепочку до Беларуси выстроили, и это классно, это чудесно, потому что там были так пенсионеры, так студенты, так музыканты, так айтишники. Действительно, я думаю, что мы были в восторге, и, конечно, эта солидарность до сих пор и проявляется. То есть... Ничего не поменялось? Нет, не поменялось. Конечно, есть, может быть, у некоторых такое чувство, что вот... Несмотря на эти усилия, вот через год Лукашенко все равно у власти, да. Но уже те, которые смотрели глубже, наверняка в октябре говорили, что это не спринт, это марафон, да. А в марафоне как? Эйфория только в начале, перед стартом, и потом уже на линии финиша. А эти там 40 плюс километров — это борьба с самим собой, и это через что вы сейчас проходите. Калі з'явілася разуменне, што ўсё ж таки гэта марафон, і ці бачны там умоўна хаця бы, дзе там фініш? Для меня самого наверняка уже в октябре было понятно, что так просто не будет. Были некоторые моменты, когда вот приходил Лукашенко в заводы, и ему говорили: уходи, уходи. Вот казалось, что вот-вот, еще чуть-чуть, и все, и весь режим будет падать. Но мы должны также понимать, что Кремль очень заинтересован, что был в этом, и потому не поддержал как бы белорусский народ, хотя это тоже ошибка, особенно в долгосрочной перспективе. Не хотелось, чтобы эта история перешла границы и вдохновила также российских граждан. И из-за этого вот победа людей очень-очень как бы устрашала от Владимира Путина. Он понимал, что вот приближаются выборы Думы, знал, что в Хабаровске происходит и так далее. Это была страшная история для авторитарных режимов. Может режим рухнуть через месяц? Я бы не был удивлен. Может они продержаться еще там года два? Тоже возможно, особенно зная, что Кремль заинтересован, что этот режим не рухнул. Так что не терять фокус, не идти на какие-то внутренние разборки, потому что авторитарный режим очень любит, это разделяй и властвуй. Но все-таки гражданское общество сейчас на вообще другом качественном уровне, после всех этих инициатив, Байковид и так далее. То есть я думаю, что люди осознали, что они могут больше, чем ведомства, там, министерства и так далее. И если и в этом плане очень много тоже чего поменялось, и я уверен, что это дает как бы фундамент для устойчивых перемен. Ты сказал на пачатку, что больше за 10 тысяч белорусов переехало в Литву. З якімі праблемамі у сувязі з гэтым яны сутыкнуліся, ці ёсць разуменне з літоўскага боку, як их вырашаць? Много бытовых как бы вызовов было первым делом, особенно для тех, которые с семьями приехали, там детский сад, школа и так далее. Но это решаемо, и это решилось. Думаю, основной все-таки это такой психологический аспект. Люди были намерены приехать на 3 месяца, и это одно, когда ты выезжаешь на 3 месяца, а потом понимаешь, что это может быть чуть-чуть надольше. И есть также чувство у некоторых такой вины, что ли, что вот я уехал, а там мои друзья, коллеги и так далее, родственники там еще внутри. И желание вернуться, менять, и понимая, что есть определенные риски. И вот это, конечно, большой вызов и для самого гражданского общества, это выгорание, как с этим работать. Но если смотреть, что зависит от Литвы, то есть национальные визы, гуманитарный коридор, все это было. Потом вот сейчас двигается, я так понимаю, насчет упрощенного ВНЖ, что тоже очень
интересный показатель, что очень мало, довольно мало людей обратились за политическим убежищем. Все намерены возвращаться. И это тоже очень вдохновляет, что люди как бы намерены возвращаться, намерены побеждать и не опускают руки. Так что... А все эти бытовые моменты, там детские сады, здравоохранение тоже. Ну, здравоохранение, например, да, была же волна, всплеск ковида. Я так понимаю, что немало белорусов тоже как бы болели. И эта вся помощь была бесплатная. И потом вакцинация тоже как бы бесплатная для белорусов, которые имеют как бы национальные визы. Так что я думаю, что Литва старается откликнуться на все нужды. Ну, то есть, ну, понимая, что тут тысячи людей, у каждого какая-то индивидуальная история. Хапае ресурсов у Литвы, чтобы закрыть проблему эту? Потому что она же протягивается, она же не скончилась. И люди протягивают приезжать. Насчет политической воли, я думаю, что тут вопросов нету. То есть все понимают, что это надо продолжать, помогу, подтримку. Но насчет того, вот, хватает ли ресурсов у департамента миграции, ну, в целом, я думаю, что было понятно уже год-полтора тому назад, что тут надо увеличивать и человеческие, и финансовые ресурсы, чтобы более эффективно. Прогресс виден по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад. Но сейчас действительно большая напряженность, и некоторые решения опаздывают, что-то... Но это не должно пугать белорусов. Несмотря на то, что мы чувствуем давление режима, не то, что раньше этого не было. На шантаж всегда Лукашенко старался как бы пугать литовцев, что вот мы обернем весь транзит, там будет идти через Латвию или через Россию. Ну, кое-что сделал. Это не новость. И мы также понимаем, что если тут вот чуть-чуть где-то сделаешь шаг назад, это подбадривает авторитаров, потому надо держать линию. И это что разделяет Европу и не Европу. То есть, и если мы говорим про физическую какую-то границу, есть и другая граница. Граница вот ценностей, то есть демократии, свободы, правового государства. Мы заинтересованы, это наш национальный интерес, вопрос национальной безопасности, чтобы международное право функционировало. Потому что если мы не держим эту линию ценностную, тогда это вопрос и долгосрочного выживания таких маленьких стран, как мы. Так что из-за этого Литва уверен, что не будет как бы ни шаг назад делать. Перед твоими вачыма пройшли тысячи лёсаў беларусаў. У кожнага там свая гісторыя, конечно, свая бяда. Але, магчыма, ёсць такая гісторыя, якая цябе ўразіла до глыбіні душы. Да, действительно, каждая история индивидуальна, потому что где-то там друзья, где-то коллеги, где-то знакомые, но все-таки всегда очень чувствительны те дела, где есть дети, да. И была одна такая история, когда одна мама со своими детьми пыталась пройти через гуманитарный коридор, и детей пропустили, а ее нет. Ей белорусские погранцы поставили штамп «невыездная». И она все равно решила, что дети должны как бы быть в Литве. Сама пыталась потом через российскую границу пройти. И там ее опять не пропустили. И в
конечном итоге через 3 месяца она воссоединилась со своими детьми, но вот это была очень чувствительная история, как-то там дети тут, мама там, и я знаю, что это не единичная история. А так есть некоторые истории, которые очень вдохновляют, есть и даже с которыми с улыбкой можешь посмотреть, потому что, ну, там вроде бы эвакуируется и забывает паспорт, да, и что паспорт и реально тут из-за стресса человек уже уехал, а паспорт еще догоняет его. Уровень, порог стресса, страха, восприятия вообще этой ситуации, что происходит, потому что для некоторых, то есть там 3-й раз пришел, например, какой-нибудь там губопик и так далее, и они еще говорят, еще нет, еще, то есть еще куча есть, что делать в Беларуси. А для другого он видит, что там к соседу пришел, кто-то постучался, все, они испугались, и все, нам надо... Или кто-то позвонил и спросил, из-за звонка бегут. Так что, ну, и ты не в силе, то есть не осуждать, не винить. З усіх гэтых гісторый, гісторыя Светланы Ціхановскай у тебя стаіць неяк асобным блоком? Ну, я думаю, что безусловно, да. То есть это надо было проявить большую храбрость в том плане, что муж под арестом, она решает выдвигаться, угрожает детям. Она решает, что дети должны уехать, но она продолжает эту борьбу. Я думаю, что это была очень большая неожиданность так для властей, так то, что она решила идти до конца, так потом, я думаю, что когда ее постарались выдвинуть, думали, что все, это уже история закончилась, завершилась. И тогда, когда начались все эти встречи, потом там Макрон, Меркель и так далее, все так, опа. И я думаю, что засуетились там и в Кремле, и в Беларуси, в Минске, что смотрите, и видим попытки же дискредитации, попытки там разделяя властвуй. Если они продолжают всю эту якобы попытки дискредитовать, делать какие-то вымышленные репортажи и так далее, значит, там никакого спокойствия и уверенности нету. И это тоже должно быть сигналом для гражданского общества, что держать линию и не падать духом, что борьба продолжается, и она действительно продолжается. Твоя реакцыя асабістая, калі на дзяржаўным беларускім тэлебачанні кіраўнік КДБ назвал тебя адным з арганізатараў пратэстаў у 2020 годзе. Як ты ўспрынял гэта? Ну, начали прилетать там через телеграм-каналы там, или соцсети, в общем, что смотри. Ну, я понимаю, что это охота, и надо показать внешнего какого-то врага и так далее. Но это также абсолютное непонимание, как работает гражданское общество. Калі кратка, якая твоя роля в протестах 2020 года? Как оно было зразумела вот любому человеку? Правозащитная, да. Ну вот если вот так правозащитная, да, те люди, которые пострадали от репрессий, да, через белорусские правозащитники поднимают флажок, как бы, и мы способствовали людям приехать сюда, там, и если есть какой-то там фонд, сказать, что вот кому-то медицинские услуги, кому-то там временно там финансовая помощь на то, чтобы адаптироваться на месяц-два. Ну, то есть это опять правозащитники делают по всему миру. Финансированием протестов не занимаетесь? Ну, был бы горд поставить и сказать, что вот... ну да, надо сказать еще другое, что есть та правозащитная деятельность и есть экспертная деятельность, как представитель Вильнюсского университета, да, как бы так комментирую то, что происходит. Да, много комментирую и говорю с
стараюсь говорить прямо. Да, если есть репрессии, говорит репрессии, да, они что-то... Когда есть политзаключенные, и помню, что в 2015 году, когда там, в Евросоюзе были некоторые страны, которые хотели закрывать глаза на то, что есть в стране политзаключенные, я был одним из тех, которые говорят, нет, в стране есть политзаключенные, и они все должны быть и освобождены, и реабилитированы, как и сейчас. Как бы, ну да, наверняка белорусским властям это не нравится. Так, но... А чем был бы горд, вот это сказал? Не, ну, то есть это что случилось, такое чудо в центре Европы, да, где много кто не верил вообще, что такое возможно. Да? Думали, что пройдет, как в 2015 году. И то, что вот этот, как я говорил, самосознательность и так далее, то, что было в 2020 году, это как раз показатель больше... Сколько может гражданское общество, белорусская диаспора, которые там собрали там невероятную сумму денег на там разную финансовую помощь и так далее. И там международных каких-то фондов и так далее практически не было вообще. И белорусы сами. Да, это все. И мне этот вот ownership, что белорусы все сделали сами, я безумно горд белорусами, да, потому что на протяжении 10 лет слышал очень много тех, которые, нет, белорусы, это ментальность другая, это же не грузины, это не украинцы и так далее. Такие, вот вам. А я как раз говорил, что я вижу очень много потенциала в гражданском обществе, что, да, очень сложно в авторитарных странах измерять как бы зрелость гражданского общества. Потому что там, гражданское общество зарегистрировать организации нельзя, финансирование получать нельзя, то есть внутри Беларуси, да, и в такой обстановке, в такой экосистеме создать такое чудо, что случилось в 2020 году летом, это невероятная история. Я думаю, что это будет в книгах, то есть так и по линии ненасильственного сопротивления, потому что это, как минимум, это было супер красиво. Да. И потому это вдохновило, потому гражданское общество Беларуси, и Светлана Тихановская, и Женский трио, и так далее, они получают кучу международных наград, потому что это стоит того. И да, если смотреть ретроспективно, я думаю, що є чим гордитися. Події 9 жнівня особисто для тебе стали нечеканістю? Стали, но наверняка чуть-чуть я ожидал, что что-то большого будет, но что на таком уровне не ожидал. Действительно, даже я. Мне многие говорили, что вот если ты работаешь по Беларуси, ты наверняка становишься циником. Я говорю, нет, как раз наоборот. Ты должен быть очень большим оптимистом, если там работаешь 10 лет, а то и больше по вопросам Беларуси. Я точно был уверен, что несмотря на уровень протеста, что будут жесткие репрессии. То есть я помню, когда ссорился еще в 2010 году с литовскими некоторыми политиками, которые были, тогда, помните, в 2009-2010 году Литва была флагманом вот этой европеизации Беларуси. Говорили, дайте шанс для официального Минска. А я был такой не уверен насчет этого и сомневался в искренности белорусских властей. И тогда мне некоторые говорили, что ты что, молодой, ничего ты не понимаешь и так далее. Я говорю, 19-20 декабря будут большие репрессии. И потом оказался прав. Скажи, а в принципе, откуль твой интерес взялся до Беларуси? Не думал, честно говоря, что буду работать по Беларуси, но так уж сложилось, когда работал в университете. В 2004-2005 году был один большой проект. Это релокация Европейского гуманитарного университета. И это была моя, я был тогда проект-ассистентом, и была задача помочь университету найти место здесь, в Литве. Так, это была первая задача. Потом И понеслось. Да. И
были какие-то семинары для журналистов тут, студенты какие-то приезжали. И потом вот этот Центр исследований Восточной Европы, он должен был быть в то время, в 2006 году, это тоже университетский проект, Центр исследований Беларуси. Но Але штосьці пайшло не так. тогдашний премьер Альгердас Бразаускас, он сказал, что Беларусь это будет слишком прямо, давайте сделаем Восточной Европы. Ну вот. И был один из основателей этого мозгового центра, да, think tank, который и старался сделать площадку так для литовских, так для белорусских исследователей, экспертов. И вот так вот началось, что... То есть тебя вот реально ничего не звязывает с Беларусью, некие корени там, род... Кожный литовец знает, крыху Беларуси, наоборот, да? Абсолютно так. Но мы даже шутили, знаешь же, сейчас очень популярны эти генетические тесты, да, посмотреть. И мои коллеги были на 100% уверены, что у меня там будет 50% Беларуси, да. Ну, там показывают, что из этого региона. А там ВКЛ, там где белорус, где еврей, где литовец, где поляк, там наверняка что-то есть. Мое само имя Витязь, может быть, закодировало это, потому что Витязь по-русски дословно это будет догонять. Ну, это связано, что погоня. Что Витязь. Так что вот наверняка некий код уже был. Погоня полбач. Да. А откуда твоя семья, откуда ты походишь там? Вильнюс. Виленчуки? Да, в каком поколении? Ну, не настолько. Все-таки мои родители, они там, дедушка, бабушка, где-то 100 километров от Вильнюса, да. Родители приехали наверняка только в 70-е годы тут, да. А кто батьки, чем они занимаются? Ну, моя мама доктор наук, она как бы работает, одна из тех, которые работала над тем, чтобы вырасти растения в космосе, да, то есть реально ученый. Маленький, когда был, не понимал, насколько серьезна ее работа, да, но первым делом мама — это мама, да, и она у меня как бы блестящий человек, как бы центр всей семьи и так далее. А отец, он как бы геолог, работает много с окружающей средой, с чистой водой и так далее. Так что, ну, вроде бы рядовая, но для меня это самая особая, самая прелестная семья. Ну, ты выбрал не шлях там мати, не шлях батьки, а свой особистый. Так? Ну, можно найти что-то, как бы, вот моя мама также поет, она и играет, и в ансамбле фольклора, да, я тоже играл на литовском традиционном, как бы, инструменте, называется бирбиня, дудка такая, и много лет играл, даже был вопрос поступления в консерваторию, а не в Институт международных отношений и политических наук. Но мы все разные, то есть в семье, то есть моя сестра пошла в одонтологию, как бы брат в экономику, а я вот политическую науку. Можешь згадать той момент, когда ты вперше не приехал в Беларусь? Когда это было? Наверняка 4-5 год. Это опять мы были... А может быть, чуть-чуть раньше. Я бачу фото у твоем фейсбуку, по-моему, 2001. Да, я был студентом второго курса. Мы поехали в Новогрудок, в Минск. Были там в университете, пару ночей ночевали. Помню, что обсуждали очень с местными белорусами историю ВКЛ, делили где, что, как, но да, это был первый визит. Мне, конечно, Минск такой был, показался в то время, что не особо много людей, как-то много полиции, мне как-то такой, не знаю, довольно холодный город, хотя друзья уже говорят, что в Минск вообще другой. Ну, все эти Новогрудок и так далее, конечно, это наследие ВКЛ, это... Я надеюсь, так для белорусов, так для литовцев. Это своя история и очень важная часть того, кем мы есть. Як тоді ти, як студент там, першого, другого курсу, сприймав Білорусь? Тобто вона гучала неяк, в принципі, у твоєму житті, там, в школі, да, в старіших класах. Ці це абсолютно було нечто незрозуміле? Да?
Беларусь всегда была соседняя страна, но мы не путешествовали туда, как бы мы намного чаще приезжали в Латвию, например, чем в соседнюю Беларусь. Почему-то. Наверняка, если вот такой первый клик с Беларусью, это все-таки трагедия Меденинкай, которая в 91 году, когда был отряд силовиков, убили наших пограничников на границе с Меденинкай. Но это не то, что это белорусы, но это был вот что-то... Первый сигнал оттуда, да. Другое, что я помню очень хорошо, вот это 13 января, и потом история с этим Усхопчиком, который был... 91-й. Который был ответственный за все убийства мирных граждан тогда, что он сбежал. Так вот где-то Беларусь тогда вот звучала, но вот такой вот личной какой-то связки большой не было. И появилась только уже в профессиональной деятельности после университета. І што пазітыўнага ў гэтай Беларусі, якую ты адкрыў, ты ўбачыў? Потому что про негатыў зразумела, мне здаецца. Люди, ну то есть реально очень много людей, которые как бы ничем, никак особо не отличаются от вот всего региона. Мы когда работали со студентами, с белорусскими студентами, то есть там, что эта молодежь стали журналистами, там Ганна Любакова, например, да, Алексей Шота, там, предпринимателями, там, Иван Шила, да, который там от молодежного движения. Это твои студенты? Ну, не мои студенты, мы вот в этом центре была моя одна такая затея в 2006 году, что надо как бы объединить белорусских студентов за межой, да, которые диаспору, потому что увидели, что есть студенты в Польше, есть студенты в Чехии, есть студенты в Литве, ЕГУ, да, и создали такую United Students of Belarus, объединенные студенты Беларуси. И там была сетка, не знаю, где-то порядка 200 человек, которые... Даже из Австралии был студент, из США, из Швейцарии. И до сих пор мы какие-то связи поддерживаем. И я очень рад видеть этих людей, что в экспертном сообществе, там, не знаю, там, Рыгора Стопеня, например, да. Я и тогда понимал, что будущее Беларуси светлое, да. Вот когда вот будет этот переломный момент, это вот был вопрос времени. Я думаю, что мы в этом этапе переломного, да, в начале наверняка еще будет очень много сложного, но то есть, что у Беларуси потенциал огромнейший, ну, то есть мировые компании IT это показывает, то есть и мы видели и деятелей культуры, и спортсменов и так далее, то есть это показывает, что нету для белорусов ничего невозможного, так что я очень-очень большой оптимист в этом плане. Ну і ты прысутнічаў, атрымліваецца, пры нараджэнні новай генерацыі беларусаў, да, вось гэта все людзі, якія тады былі студэнтамі, яны выросли в нейкіх лідераў, так. Мне повезло, что у меня были вот эти связи, что я познакомился, что мы подружились и так далее. И я, может быть, мог видеть вот этот потенциал, а не только слушать, что там Лукашенко, что там Окей и так далее. То есть проблема для многих экспертов по Беларуси и там политиков за межой, что они Беларусь видят чисто через две очень примитивные линзы. Это геополитическая, или Евросоюз, или Россия, и тогда политический. Или Лукашенко, или оппозиция. Да? И это при всем уважении белорусской оппозиции, но между Лукашенко, властью, режимом и оппозицией есть белорусские граждане. И они очень разные. И вот мне повезло, что я общался с разнообразной Беларусью. Які ты адкрыцці зрабіў для сябе і што ўзяў з беларускай культуры? Кіно, музыка, літаратура, не ведаю, все что угодно. Ну, я думаю, что еще много чего есть, чего открыть. Когда первый раз, я думаю, что перед захоронением Костуся Калиновского была такая как бы размова у литовских экспертов и политиков, ну вот как нам работать с Беларусью, да? Я говорил, что мы должны первым делом узнать про друг друга. То есть потенциал огромнейший не только потому, что здесь университет, не
только потому, что наши историки общаются, что деятели культуры общаются, спортсмены общаются. То есть мы, я думаю, что используем только 20% этого потенциала. Ти якраз згадав таку доволі визначальний, мені здається, момент у сучасних адносінах паміж нашими країнами, пахавання Каліновського. Ці можна назвати гэта ось таким прикладом, да, для компромісу, для агульнага стаўлення, да, да падзеяў з гісторыі Літвы і Беларусі, і ці можна ім кіравацца надалей, асэнсоўваючы нашу гісторыю з пункту гледжання двух народов, так? Безумовно. Тогда много говорили, что и как делать, чтобы привлечь и белорусов, чтобы они участвовали, чтобы это было тоже и содержательно, и показать, что это часть общей нашей истории и так далее. На разных уровнях эти дискуссии велись. Но для меня лично, когда я пришел на эту кафедральную площадь и увидел все это БЧБ, стяги и так далее, сколько белорусов, я понимал, что, опять, это уже были некоторые признаки того, что случилось в 2020 году. Калиновский — одна из фигур, да, и таких фигур, личностей, персоналей не одна в белорусской истории, но это вопрос образования, да. Большая работа для не только белорусских, не только литовских, но и польских, и украинских историков совместно проговаривать это. Потому что, да, есть некоторые чувствительные моменты. Да, есть, где наверняка будут некоторые споры и так далее. Но все равно это общая наша история. Ось на конт этих чувствительных моментов у меня как раз заготовочка, потому что я думал, как нам объединять это все в наше абмеркаванне, потому что наконт кожнай падзеі, кожнай асобы гістарычнай можна спрачацца з пункту гледжання Беларусі і Літвы. Таму я прапаную такі бліз. Я называю нейкія прыклады, асобы падзеі з беларускай гісторыі, а ты кажаш, ці можа наконт гэтага быць паразумення, альбо гэта поўны халівар і ваяўнічае стаўленне, мы не аддадзім вам таго ці іншага, да? Першы у меня в спісе якраз Каліновскі, і тут, напэўна, якраз са знакам плюс, так? Гэта прыклад. Абсолютно, да. Яшчэ цікавая была дыскусія з нагоды пахавання. Калі памятаеш, частка беларускіх інтэлектуалаў звярнулася в літоўскі сейм з просьбай аддаць Каліновскага і пахаваць яго ў Мінску. Так. Частка все ж таки стаяла на тым, што трэба ў Вільні, потому што гэта горад, дзе скончылася жыццё, і сімвалічна, в принципе, все. Якую ты позицию займал? Был вопрос, что, может быть, перехоронить здесь, но там какую-то часть переправить в Беларусь. Да. Я, в принципе, думал, что это не самая глупая идея показать, но был не уверен, пойдут ли на это белорусские власти. Я так понимаю, что вопрос был такой, но как раз та сторона не особо хотела, принимала это. Так что, в принципе, я надеюсь, что в очень близком будущем вообще вопрос не будет стоять так, что белорусы будут навещать Вильнюс, литовцы будут все замки ВКЛ навещать, и мы будем гордиться всеобщей нашей общей историей. Потому что, да, ты прав, есть некоторые политики, которые говорят, что ой, белорусы хотят монополизировать нашу историю. Я говорю, исходите из этого, что чем больше ВКЛ в Беларуси, тем меньше Кремля. Так это тоже очень важно осознавать. И действительно, это наша общая история. То есть я преподаю национализм и этничество в университете. До 19 века разделить, где было белорусское, где литовское, где польское, там довольно сложно, давайте так сказать, что да, мы там гордимся, что 1000 лет тому назад, в 2009 году название Литвы первый раз прозвучало. Но говорить про нацию Литвы в XI веке, сложновато, да, но тем не менее. Вернемся до списа. Да. На конт Вітаўта будут великие спречки? ВКЛ наше, общее. Радзівілы? Опять, смотря на кого, но это же опять
ВКЛ... Легко поразуметься будете складано. Давай вот хотя бы подумаем. Давай так скажу. Мне кажется иногда, что белорусам некоторые персонали, как Радзивиллы, иногда кажется, что ближе, потому что, может быть, этого как бы не хапает, и они хотят, а у Литвы вроде бы, все в порядке с исторической памятью, и такой супер потребности нету. Иногда меня смущает, что мои студенты некоторых вот этих персоналей не знают. То есть мы битву Орши вспомнили только последний, не знаю. Вот, битва под Оршей, так само. Да, 5 лет тому назад. 10 лет тому назад никто особо про это не говорили, или это было очень узко, какой-то вопрос историков. Так что это есть над чем работать. Я помню, когда вышел ролик Будзьмы, да, и это... белорусы, какие крутые, вот нам такой вот ролик, да, и там, не знаю, сколько лет тому назад вышел у нас такой подобный ролик Банкухинас, да, про историю Литвы. Но там много сюжетов, моментов, где, да, белорусские дали, то есть наши истории, в принципе, начинает как бы разделяться где-то в 20 веке. Вот. Так что, а до этого много персоналей, которые будут те же самые. Я давай еще один пример, очень важный скажу в плане иногда, насколько абсурдно звучит вопрос «наш» или «ваш». Угу. Знаешь про братьев Нарутович? Да, вот братья Нарутович — это первый президент Польши. А другой брат — сигнатар Литовского акта независимости в 18 году. То есть, понимаешь, то есть один брат подписывает акт независимости Литвы, а другой становится первым президентом, к сожалению, был убит, но все равно. И это очень хорошая иллюстрация нашего всего региона, как это все перемешано, где Адам Мицкевич может писать и то, что он чувствует себя литовцем, да, но он там пишет на польском, так значит, это поляк, но он имел в виду, что он белорус. То есть это такое вот все перемешано, и мне иногда улыбку вызывает эти споры, чей, наш, общий, наш, да, и тогда в этом никакого большого спора нету. Я говорил не раз с историками, я думаю, что 95% можно договориться запросто. А эти 5% будет в каких-то узких исторических кругах, там детали выяснять, что, где, когда. И наконт нават статута ВКЛ можно домовиться. Давайте насчет статутов и насчет первой конституции в Европе. То есть, когда я слышу там такой кремлевский нарратив, но в Минске нарратив это тоже чувствуется, что нам навязывают демократию или там правовое государство. Какое навязывают? Это в нашем регионе первая конституция была, первые плоды того, что должно быть правовое государство и так далее. Это наше, это нам не навязывают, мы просто, может быть, некоторые забыли это. Так вот. Но да, это была совместная тоже история ВКЛ. На какой мове это было написано, да, я знаю, да. На какой? Не на литовской, да, на белорусской. Так что насчет И это тоже, я думаю, что должно поднимать такое чувство гордости, да, гонора, и что где в тот момент была там Россия и так далее. То есть мы были в первых рядах того вот европейского развития. Да, это было разрушено всем разделением царской империи, уничтожением потом интеллектуальной среды и так далее. Но нам надо вспоминать, выучить уроки прошлого. Так что, опять, я большой оптимист, что что потенциал у белорусов, как и у литовцев, огромнейший, да. Скажи, ты уже больше за 15 год займаешься Беларусью, так шчыльна. У тебя няма, калі шчыра так подумать и сказать, стомленность от белорусской тематики, вымотанности? Нет, все-таки встречаешься с разными людьми. И
про эту разнообразность я говорил, да, есть некоторые, что устаешь давать комментарии, да, ты особенно для литовских СМИ, потому что, ну, иногда кажется, что ты повторяешься, да, а так нет, как раз вся эта история вдохновляет. Я только вспоминаю некоторых друзей, там, литовских дипломатов также, которые работали по Беларуси и которых, к сожалению, уже нету в живых. Я думаю, что они были бы очень гордыми видеть то, что происходит, и тоже были такими оптимистами, как я, которые, мы же говорили вам, что так будет. Так что нет, как раз и я уверен, что после перемен будет очень много работы, пространства для взаимодействия и так далее. Так что нет, белорусская тема быстро не уйдет, я уверен. А чим ти, в принципі, натхняєшся, від чого ти підсілковуєшся у своєму житті, в принципі? Як ти відпочиваєш і що тобі дає ось ці сили на працю? Ну, семья первым делом. Ну да, я раньше отвлекался тем, что там, когда вот, не знаю, тяжело, это музыка, да, так как играл, это был какой-то мой... Уже закинул инструмент? Да, инструмент закинул, к сожалению. Я все думаю, что надо, потому что это некая терапия для тебя самого. Я склонен думать, что я довольно активный гражданин Литвы, то есть участвую в разных неправительственных организациях, и там есть много примеров, которые вдохновляют, которые дают дополнительные мысли, как. Так что важно, что ты не в одном пузыре, что это обмен информацией, опытом всегда происходит, есть постоянная циркуляция, и тогда ты иногда где-то в одном пузыре чуть-чуть сложнее, но в другом нормальнее и больше оптимизма и так далее. И это как-то помогает и не пасть иногда в какую-то там депрессию, иногда чуть-чуть смягчить позицию, не быть слишком каким-то острым. Так что, да, как и демократия, так и жизнь должна быть как бы разнообразная. И это и сила, и секрет вот, устойчивости, что ли. Да. Что, по-твоему, могут взять белорусы от литовцев при отбудове новой державы? Я думаю, что у белорусов все есть. То есть просто найти у себя больше. Но я, когда говорил с некоторыми там, экспертами из Беларуси, думаю, что с разных стран, ну, наверняка из Эстонии кто-то будет думать про эту виртуальную, про электронную Беларусь. Смотря на Польшу, может быть, там кто-то будет думать про экономику. Самая главная тема, если говорим про какие-то реформы для Литвы сейчас, это энергетическая независимость. Я думаю, что в этом плане для будущей Беларуси это очень-очень важная тема. Имея в виду, насколько зависима Беларусь в энергетическом плане. Как бы некоторые уроки Литвы и совместное действие, несмотря на то, что на меже у нас как бы стоит атомная станция, но с Маском можно поговорить наверняка насчет гигафактори и так далее. То есть я думаю, что это только вопрос политической воли, и мы вместе можем менять весь регион. А поменяй вот эту энергетику, это меняешь даже и больше саму Европу. А які проекти, які є у Білорусі, можуть бути цікавими і корисними для литовцев? Ну, и PAM, и Wargaming уже переехали, да, как бы нет, но шутки в сторону. Я же говорил про Будзма ролик, да, то есть, и говорил, что литовцы должны создать, вот, и вроде бы что-то создали. Но я думаю, что вопрос не что мы можем взять, а что мы можем вместе створить. Да? Когда я вот буквально пару дней тому назад запустился поезд скоростной Вильнюс, Рига, Таллин, я надеюсь, что в течение 5 лет у нас будет скоростной поезд Минск-Вильнюс, где будет за час ты можешь как бы приехать то тут, сделать
IT-долину, ВКЛ IT-долину, да, то есть, потому что, белорусы сногсшибательные в IT-сфере, да, я знаю, мои друзья и в США, и в Германии, и в Великобритании белорусы, да, там айтишники, то есть и у нас вроде бы финтех неплохо развивается, так что мы здесь, в этом регионе, можем замутить столько всего и в плане туризма и так далее. Только, и я говорю, огромнейший потенциал. Может быть, этот 2020 год нас чуть-чуть больше сблизил, дал такой толчок из-за всей трагедии, которая случилась как бы по поводу репрессий. Но будет больше доверия, будет больше потенциала для совместной деятельности. И я надеюсь, что вот в будущей Беларуси эти двухсторонние отношения с Литвой, они вообще вырастут на вообще другое качество. Как англичанин говорит, sky is the limit, да, так что вообще без границ у нас этот безграничный потенциал. А уж не говорю про культуру, музыку. Помните, делали мы фестиваль Be Together, где музыка разрушает стены. Да, так что... Некоммерцийно он оправдался. Да, но тем не менее, то есть я там тоже увидел много белорусских групп, много белорусской молодежи и так далее. То есть представьте, что вот этой межи уже не будет, сколько всего можно будет сделать совместного и в плане музыки, культуры, экономического сотрудничества. То есть это... А если еще расширить это по региону и видеть и украинцев, и Польшу в этом, так это вообще может быть очень инновативный, очень своеобразный регион во всей Европе. Что ты можешь сказать белорусам, каб яны наблизілі вось гэты момант цягніка з Мінска на Вільнюс, да, хуткага, і да Акропаліса, напэўна, што немалаважна. Да. Твое пожелание просто вот, белорусам. Не отвлекайтесь. Держать фокус насчет того, что вы начали в 2020 году, и держать эту линию, и как бы и побеждать. То есть эти перемены, они приходят, только от вас зависит, будет ли они придут быстрее или позднее. То, что светлое будущее, это стопудово. Но как быстро, это зависит от вас. И от нашей солидарности. Мое дело, конечно, это говорить там, в Брюсселе, в Берлине и так далее, что надо помогать белорусскому гражданскому обществу. Надо выращивать мышцы так для правозащитного движения, так для экспертного общества. И сейчас то время, когда все внимание есть, то есть и вы только представьте, если как бы случаются выборы в Беларуси, сколько всего двинется, сколько работы у всех будет. Так что не отвлекайтесь и работайте дальше, а мы уж постараемся помочь, чем можем. Дякую вялікі за змістовну розмову. Було вельмі шмат цікава. Дякую. Дякую вам.